Дождливая погода не помеха для праздника. Именно с таким напутствием тронулся в путь трамвай Победы. Специальный вагон необычно и ярко оформлен к предстоящему празднику. Внутри салон тематически украшен черно-белыми фотографиями. Главные пассажиры – ветераны Великой Отечественной войны. Специально для них артисты и звезды местной эстрады подготовили небольшую концертную программу. Песни военных лет не оставляют никого равнодушными. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Первая остановка – площадь Победы. Участники акции возложили цветы к монументу, знакомому каждому в Осетии. Ветераны делились своими воспоминаниями и читали стихи. Для участников акции подобный урок мужества – бесценный опыт и непередаваемые эмоции. Ветераны поздравляют друг друга, и очень много информации для детей, для школьников, потому что практически каждый день уходят наши ветераны, и их осталось очень-очень мало. Но тот багаж, ту информацию, которую они получают, те воспоминания. Вот сейчас мы на знаменитом памятнике на танке стоим, и вот историю этого танка рассказали ветераны, рассказали о том, что среди них есть танкисты, рассказали о качествах этого танка, который был самый сильный в то время. И это очень приятно. Трамвай Победы продолжает свой путь. Он вновь окунул ветеранов в прошлое. Несмотря на тяжелые годы, воины-победители почувствовали себя такими же молодыми, как и много лет назад. Люди в какой-то свободе, в каком-то пробуждении, в чувственном вспоминают, что их деды и отцы прошли. И они это понесут наставление, как бы приказ, жизненный приказ. Но это не приказ, это наказ. И они его понесут в те края или для такой цели построить новую жизнь. Как считают организаторы акции «Трамвай Победы», подобные мероприятия должны проводиться чаще. Заслуги ветеранов несоизмеримы, и подвиги их нужно помнить всегда. Фатима Макиева, Елена Гаглоева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.